Добрый день, уважаемые абитуриенты, а также их родители. Меня зовут Касимова Эльза Гумеровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии и руководитель профессиональной образовательной программы специального дефектологического образования «Дошкольная дефектология». Кто же такой дошкольный дефектолог? Прежде всего, это специалист, который занимается обучением и воспитанием детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Кто же такие дети с ограниченными возможностями здоровья? Это дети, прежде всего, с нарушением слуха, глухие, слабослышащие, поздно оглохшие. И мы своим студентам даем знания специальной сурдопсихологии и сурдопедагогики. Это дети раннего и дошкольного возраста с нарушениями зрения, незрячие дети, слабовидящие дети, ослепшие дети. И мы учим своих студентов основам тифлопсихологии и тифлопедагогики. Это дети раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с общим недоразвитием речи разного уровня. И мы даем знания основ логопсихологии и логопедии. Это дети раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это дети с детскими церебральными параличами, заболеваниями опорно-двигательной системы. Также мы обучаем наших студентов обучению и воспитанию детей с задержкой психического развития, с интеллектуальными нарушениями и детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Наши студенты обучаются профессиональной деятельности, конечно же, в области коррекционной педагогики, коррекционно-педагогическое развивающее обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Студентов мы также обучаем навыкам диагностико-консультативной помощи. Студенты овладевают навыками психолого-педагогической диагностики, психолого-педагогического консультирования, психолого-педагогического сопровождения как детей, так и их родителей и, конечно же, педагогического коллектива образовательных учреждений. Наши студенты овладевают профессиональными навыками научно-исследовательской работы. Мы обучаем в процессе овладения наук, написанию курсовой научно-исследовательской работы, выпускной квалификационной работы. Также мы даем знания культурно-просветительской работы с людьми для ознакомления населения с проблемами, трудностями обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. В процессе обучения студенты овладевают основами медицинских наук, таких как возрастная анатомия и физиология, анатомия, физиология и патология органов слуха и речи, патопсихология, невропатология. Наши студенты овладевают основами общей педагогики и общей психологии и, конечно, методиками обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с различными нозологиями. Где же работают наши выпускники? Наши выпускники работают в учреждениях Министерства просвещения. Это дошкольные образовательные организации. Они работают в качестве учителей-дефектологов. Они также работают и в негосударственных дошкольных образовательных организациях. И, надо сказать, очень востребованы на сегодняшний момент. Наши выпускники работают в психолого-педагогических центрах. Также мы говорим государственного и негосударственного сектора. Наши выпускники могут работать членами медико-психолого-педагогических консультаций. Что касается учреждений Министерства здравоохранения, то наши выпускники могут работать учителями-дефектологами в санаториях неврологического профиля, могут работать в неврологических отделениях больниц. В учреждениях Министерства семьи, труда и социальной защиты у нас также образуются психолого-педагогические центры под названием «Семья», где оказывают консультативную диагностическую помощь родителям, имеющих детей с особым развитием.
Они также работают учителями-дефектологами. То есть на сегодняшний момент спектр учреждений, где могут работать наши выпускники, на самом деле увеличивается. Увеличивается количество центров, оказывающих раннюю диагностику и раннюю помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Кто же готовит специалистов такого широкого профиля? Здесь надо сказать о том, что наша кафедра специальной педагогики и психологии, которая находится в Институте педагогики, она небольшая, но очень слаженный коллектив, и все сотрудники данной кафедры, помимо того, что они имеют специальное образование, все мы имеем опыт практической работы в специальных дефектологических учреждениях, но и также имеем ученые степени и звания. И вовлекаем наших студентов в научно-исследовательскую проектную деятельность по выполнению грантовых заданий. Также наша кафедра осуществляет и проводит, организует курсы повышения квалификации для специалистов, проводит курсы переподготовки для людей, имеющих высшее образование и желающих получить специальное дефектологическое образование. Специальное дефектологическое образование, получить это специальное дефектологическое образование действительно сложно, но увлекательно. Поэтому мы ждем вас, любознательных, ответственных, желающих дарить улыбки детям. И в завершении выступления хочу обратить ваше внимание на последующий ролик, который был сделан нашими выпускниками 2020 года, где они рассказывают о том, как они учились и как они устроились, и с какой заинтересованностью они дарят эти улыбки детям. Спасибо. Привет, меня зовут Анастасия. Я магистрант второго курса Института педагогики по направлению специальное дефектологическое образование кафедры СПИД. Профессию дошкольного дефектолога можно получить в педагогическом университете по направлению специальное дефектологическое образование по профилю дошкольный дефектолог, а также продолжить обучение в магистратуре по программе управления образованием и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ. Привет, меня зовут Карине. Я магистрант второго курса Института педагогики в кафедре СПИП направление специальное дефектологическое образование. Дошкольный дефектолог – это специалист, работающий с детьми дошкольного возраста, имеющий самые разнообразные нарушения психического и физического развития. Это универсальный специалист, работающий как дошкольный сурдопедагог, тифлопедагог и олигофренопедагог. Организации, в которых осуществляет свою профессиональную деятельность дошкольный дефектолог, это специальные коррекционные дошкольные образовательные организации, образовательные учреждения инклюзивного образования, где дошкольники с ограниченными возможностями здоровья воспитываются совместно со здоровыми сверстниками. Это могут быть центры ранней помощи, реабилитационные центры. Если вы любите детей, хотите помогать и быть социально значимым в этом мире, то эта профессия для вас. И, возможно, именно вы станете нашим будущим коллегой.